В эфире абхазского телевидения субботний выпуск новостей из Сапшала. Я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этого дня и о других актуальных темах. В студии Гугут Савардания. Здравствуйте. Сегодня в выпуске: как защитить права маленьких граждан. В 120 странах мира 20 ноября отпраздновали Всемирный день ребенка. Научиться беречь природу. В Пицунда, в Миссарском заповеднике, откроется эко-клуб. В ожидании урожая в поселке Бзыпта посажено 1200 корней цитрусовых. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гумба поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения. Мы придаем большое значение союзническим и братским отношениям, сложившимся между нашими государствами. Трудно переоценить ваш личный весомый вклад в укрепление абхазо-венесуэльского стратегического партнерства. Рассчитываем на дальнейшее наращивание и динамичное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества на благо наших дружественных народов, подчеркнул Бадра Гумба. Они заставляют нас улыбаться, быть мудрее и добрее. А еще именно они больше всего нуждаются в защите и покровительстве. В 1954 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций был учрежден Всемирный день ребенка. Ежегодно этот праздник отмечают 20 ноября в 120 странах мира, и Абхазия не исключение. В июне 2021 года впервые в Абхазии был создан Институт уполномоченного по правам ребенка, защищающий права маленьких граждан. О его деятельности, о защите детства в республике наш следующий репортаж. В Абхазии вот уже 4 года работает Институт уполномоченного по правам ребенка. Благодаря его деятельности удалось помочь многим абхазским детям, которые сегодня сталкиваются с проблемами. Одна из них, по словам детского омбудсмена Мактины Джинджоли, связана с проблемами в сфере опеки и попечительства. Пробелами я считаю отсутствие закона в органе опеки и попечительства, слабое межведомственное взаимодействие между теми органами, которые работают в Абхазии, отвечают за права и интересы несовершеннолетних. Основные органы в каждом районе есть органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, социальные работники, общественные организации. Они в основном каждый занимается защитой прав ребенка, но не всегда это происходит сообща. Иногда бывают такие ситуации, когда кризисная ситуация, связанная с ребенком, и вопрос можно в течение одного дня решить, если вот усиленно работать, и каждый орган либо организация будет в рамках своих полномочий действовать. Но из-за того, что нет этого необходимого взаимодействия, не прописаны протоколы взаимодействия, бывает, что вопрос решается месяцами, и когда подключается кто-то со стороны, тот же наш орган, аппарат уполномоченного по правам ребенка, вопросы решаются быстрее, и нам удается работать хорошо именно в направлении усиления этого взаимодействия. Еще одним пробелом является отсутствие закона об образовании, говорит Мактина Джинджоли. Особенно в этом вопросе страдают дети с ограниченными возможностями здоровья. Больше всего обращений в аппарат уполномоченного приходят от родителей детей с ОВЗ. Также не хватает детских психологов и психиатров. Очень такие пробелы в законодательстве, связанные с регулированием банка данных о детях, которые остались без опеки родителей либо других законных представителей. Также нет банка данных о людях, которые готовы были бы быть усыновителями или опекунами для этих детей. Много пробелов в семейно-гражданском законодательстве. Особенно это касается случаев, когда дети находятся в кризисной ситуации, есть угроза жизни и здоровья ребенка, его необходимо, скажем, изъять из
семьи, где биологическая семья его, либо из семьи опекунов, либо других законных представителей. Вот статья 79 Семейного кодекса дает возможность изъятия ребенка в такой ситуации, если есть необходимость, но эта статья на практике реализуется либо с неохотой, либо практически не реализуется. В этом направлении нужно проводить очень большую, серьезную работу. Детский омбудсмен считает, что в стране необходимо реформировать систему опеки и попечительства и провести в этом направлении большую работу. Стране необходим закон и центральный орган, который будет регулировать деятельность опеки и попечительства централизованно. Необходимы реформы в этой сфере. Я не раз об этом говорила. В этом году было принято решение создать комиссию при Кабинете министра в Республике Абхазия, куда вхожу я. Также в эту комиссию мы будем представлять свои предложения, в том числе и в направлении реформирования этой системы, и те предложения, которые будут наиболее приемлемы для нашей абхазской среды. В направлении этого будем работать все члены комиссии. С 2021 года в Институте уполномоченного по правам ребенка взяты в работу около 180 обращений по защите прав маленьких граждан республики. Из них рассмотрено и решено более 70% вопросов сферы детства. 30% это те, обращения с которыми мы работаем до сих пор, особенно если это касается каких-то судебных разбирательств, когда при разводе родители оспаривают момент места жительства ребенка, либо порядка общения с ребенком. То есть эти судебные решения затягиваются. Иногда даже, когда есть судебное решение на руках, сложно его исполнить у нас, скажем, в практике. Для защиты прав маленьких граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в республике открыт кризисный центр, где детям, лишенным родительского внимания и заботы, оказывают психологическую и социальную помощь. С момента открытия центра в нем приняли 18 детей. На сегодняшний день здесь проживает 7 несовершеннолетних. Срок пребывания ребенка в учреждении 6 месяцев. В течение них решается вопрос помощи и вывода его из кризисной ситуации. Каждый случай помещения ребенка в кризисный центр, это делается именно в интересах самих детей. И ситуация складывается таким образом, что рядом не оказывается взрослый, который готов взять опеку и всю ответственность за этого ребенка. То есть каждый случай там действительно кризисный. Я считаю, что необходима полная государственная поддержка этого центра. Необходимо поменять статус на государственный, при этом сохранив руководство, сотрудников этой организации, так как там работают люди с большим опытом, которые многие годы уже занимаются решением проблем детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Я думаю, что этот короткий промежуток времени успел показать нам необходимость такого центра в нашей республике. Но еще раз подчеркну, что ему необходимо придать статус государственного и расходы на содержание этого центра заложить в республиканский бюджет. Для защиты прав маленьких граждан республики Министерство социального обеспечения и демографической политики совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка и другими партнерами создали службу патронатных семей. Временное пребывание ребенка в семье опекунов до 18 лет в случае острой необходимости. Патронатные семьи были подготовлены службой социальной поддержки детей и семей при Министерстве соцобеспечения. Заявок было более 20, но по результату только 4 семьи прошли подготовку, обучение, и с ними был подписан договор о том, что они действительно могут уже вступить в обязанности патронатного родителя. На сегодняшний день пока еще ни один ребенок не был помещен в семью, но мы рассматриваем возможность
помещение двух детей, которые сейчас находятся в кризисном центре, в патронатную семью в случае, если не найдется человек, который будет готов стать опекуном законным. Еще одно важное направление сферы защиты прав ребенка – просветительская работа. Большую опасность в себе несут онлайн-игры, как «Синий кит», и такое новое направление, как квадробинг. Были случаи, когда кураторы так называемого «Синего кита» давали задание детям прыгнуть с крыши. Удалось этот случай предотвратить. Также был случай, когда появилось обращение, что есть действительно еще одна, скажем, жертва, девочка жива, но она была под влиянием куратора «Синего кита», и нам с помощью психолога нашему аппарату удалось вывести ее из этого состояния. Эти случаи и многие другие обращения показали нам, что необходимо проводить просветительскую работу. Мы разработали классные часы для того, чтобы проводить их в школах Абхазии, получили поддержку Министерства просвещения и 2 года, в 2022 году и 2023 году проводили такие встречи просветительского характера со школьниками, учащимися. В этом году, в текущем, не было обращений в аппарат именно в отношении опасных игр, но мы проводили, другие классные часы, разработали юрист аппарата Екатерина Ляховецкая. Они касались таких тем, как правонарушение, ответственность, права и обязанности. Они заставляют нас улыбаться, быть мудрее и добрее, а еще именно они больше всего нуждаются в защите и покровительстве. И нам, взрослым, необходимо дарить детям тепло и ласку. Поэтому внимание к детям и их проблемам является ключевым фактором в воспитании здорового, продуктивного и счастливого поколения. Гугут Савардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Бережно относиться к природе, любить и рационально использовать ее ресурсы подрастающее поколение научат в экологическом клубе Пицунда Мюссерского заповедника. Педагоги на лоне природы будут проводить для школьников теоретические и практические занятия. Эко-клуб откроется в ближайшие дни. Подробнее в репортаже Сарии Кварцхели. Людям с раннего детства необходимо научиться жить в единстве и гармонии с природой. Открывшийся экологический клуб в Пицунда-Мюссерском заповеднике научит детей любить и беречь природу, рационально использовать ее ресурсы и положительно относиться к окружающему миру в целом. Пицунда-Мюссерский заповедник – это природоохранное учреждение, в цели которого входит просвещение молодежи. Это самая первоочередная задача заповедника, потому что мы видим, что молодежь не осведомлена о значимости этой территории, они не понимают ценности ее, что Пицунда-Мюссерский заповедник богат реликтовыми растениями, краснокнижными растениями, и мы посчитали, что нужно начинать с самого начала и закладывать фундамент у детей дошкольного возраста и школьного возраста, чтобы нам в дальнейшем было с чем работать. Мы планируем проводить уроки практические и теоретические, чтобы дети умели различать растения друг от друга, чтобы они знали, чем отличается кипарис от ели, клена от платана и так далее, и так далее. У детей, посещающих экоклуб, будут формироваться трудовые умения и навыки по охране и воспроизводству природных ресурсов. Здесь их будут приобщать к исследовательской работе с природными объектами. Все это поможет некоторым из них сознательно выбрать профессию эколога. Чтобы они занимались пересадкой растений редких, спасением растений, которые повреждаются путем использования этих территорий человеком, чтобы они убирали мусор за людьми, которые оставили тут после пикников и посещений. Это все нацелено на то, чтобы у детей сформировалось правильное восприятие мира и природы, чтобы они ценили свой труд и труд других людей, которые будут в дальнейшем работать здесь. Я считаю, что
ребенок, который будет ухаживать за природой такими способами, он во взрослом возрасте никогда не поступит как-то плохо и не навредит природе. Для работы клуба в здании администрации заповедника отремонтировали кабинет. Сейчас идет его оснащение оборудованием. Группы уже сформированы. В каждой по 10 человек. Детей принимают от 5 лет. Занятия начнутся в ближайшие дни. Для маленьких будет разработана специальная программа. Это будут легкие теоретические задания, которые будут больше направлены на визуальное восприятие детей. Это будут раскраски, какие-то вот мы листики будем рисовать, чтобы они отличали растения. Будем с ними ходить на природу, собирать шишки, рассказывать им, как размножаются, например, растения, в частности сосна. Попробуем посеять. То есть будем давать им такие задания, которые для них будут очень интересны, и они смогут их осилить. Для взрослых мы хотим программу разработать более такую фундаментальную. Там будут основы таких отраслей науки, как биология, ботаника. Обучение ведется на 2 языках. На абхазском уроки будет проводить старший научный сотрудник Пицунда-Мюссерского заповедника Диана Пачаля. На русском исполняющая обязанности директора Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода. Вообще идея возникла уже давно, 2 года назад. Тогда вообще было все это в зародыше. И мы обратились тогда в Гагурскую администрацию. Нам помогли финансово. Мы отремонтировали 1 кабинет, купили все необходимое, мебель, проектор, компьютер для того, чтобы проводить интерактивные уроки. Но мы тогда поняли, что желающих очень много, и мы не можем на маленькой площади размещать больше 8 человек. И тогда мы начали проводить занятия выездные. Начали с абхазской школы Пицунской, провели там лекцию для всех классов. Потом в русской школе провели, и потом нас начали звать уже в другие города. В Сухуми мы проводили в нескольких школах. Но это очень трудозатратный такой выезд, поэтому мы решили собрать всех у нас, чтобы мы могли конкретно говорить о нашем природоохранном учреждении и начать с пицунчан, потому что они это будут видеть воочию, они будут жить здесь, они будут... Нам важно, чтобы именно местное население понимало, где оно живет, что это город-заповедник, что на каждом шагу тут уникальное место, уникальное растение, и чтобы именно они выросли и распространяли эту информацию. Кстати, у нас очень много заявок с Гагры, то есть родители будут привозить своих детей. Это тоже очень радует. Занятия в эко-клубе проводятся 1 раз в неделю, в субботу, на безвозмездной основе. Сария Кварацхеля, Даур Цулуки, Абхазское телевидение. В поселке Бзыпта более чем на 2 гектарах земли братья Дудукчаны год назад посадили 1200 корней мандаринов сорта «Сентябрьский». Выращивать его непросто, признаются сельчане, но им это успешно удается. А в реализации проекта им помогла государственная целевая программа развития сельского хозяйства. Братья Дудукчаны в поселке Бзыпта в ожидании большого и вкусного урожая мандаринов сорта «Сентябрьский». Цитрусовые они посадили почти на 2 гектарах земли. Самым сложным оказалась очистка территории, рассказывает Борис Дудукчан. Первый год вообще никакого ухода, кроме расчистки территории, не было. А потом удобрения прям по чуть-чуть, они пока еще маленькие, есть такой случай, можно их повредить, если переборщить с удобрением или что-то. Да, в год 4 раза это обязательно его надо расчистить. Тут земля хорошая, тут растет и сорняк, и все, что есть. 4 раза в год это обязательно. Вот сейчас еще 1 раз почистим, я думаю, до апреля месяца уже не надо будет. Потом апрель, летом 2 раза и опять после лета его косить, чистить, убирать. Самая сложность это уборка территории. Реализация проекта стала возможной благодаря государственной целевой программе развития сельского хозяйства. Минсельхоз выделил более 1000 корней цитрусовых. Сельчане делают все, чтобы через несколько лет получить хороший урожай. В программе мы получили 1200 корней, из них 1000, которые посажены и продержались. А так мы оставили в запасе 100 корней, они у нас есть, 100 с чем-то. Мы, которые высыхают или что-то не то, пересаживаем, то есть досаживаем. Они по-любому все не продержатся, но если из 1200 1000 продержится, это считайте, что результат отличный.
По словам сельчан, был выбран сорт мандарина сентябрьский, так как именно он является высокоурожайным и скороплодным. А если прилагать усилия и трудиться, на участке можно разбить большой сад вкусных цитрусовых. Гугуца Вардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Очимчирский футбольный клуб «Герцог» стал победителем Кубка Абхазии по футболу в финале, который состоялся 22 ноября на стадионе «Динамо» в Сухуме, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. Основное время матча закончилось в ничью со счетом 1-1, поэтому для определения победителя потребовался овертайм. В овертайме команды не смогли забить голов, и исход матча решался в серии пенальти. В напряженной серии пенальти команда из Очимчира одержала победу со счетом 5-3, став обладателем кубка. На этом наш выпуск завершен. Побольше вам положительных эмоций и хороших новостей. Всего доброго!